На базе Международного казахско-турецкого университета в Туркестане прошла представительная научно-теоретическая конференция «Роль Туркестана в истории казахского ханства». Конференция состоялась в рамках плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия казахского ханства в 2015 году, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан. На нее собрались более 40 историков, в том числе гости из Турции, Финляндии, США и Узбекистана. По сложившейся в городе традиции, историки прежде всего отправились в мавзолей Хаджи Ахмеда Исави, в интерьере которого завершились реставрационные работы. Гостям представили подлинные экспонаты тимуридского времени. По мнению специалистов, необходимо больше уделять внимание привлечению археологии к изучению истории периода казахского ханства. Нужен комплексный подход с привлечением вещественных остатков того периода. Раскопок необходимо продолжить именно слоев периода казахских ханств. Удалось мне обнаружить деревянную колонну, которая датируется, там есть год по хиджре и так далее. Это, кажется, деталь сооружения, которое было воздвигнуто в Туркестане в период казахского ханства. Это в конце, не конец, а 18 век, 1785 год, мы перевели. Работа прошла по нескольким основным направлениям: казахское ханство и Туркестан, города и степи в истории Казахстана, древние и средневековые государства на территории Казахстана, казахская государственность и личностный фактор, история казахского ханства в документах и исследованиях, национальные пантеоны в казахской степи, а также центры образования и науки в казахской степи. А началась конференция с присвоения звания почетного профессора известному казахстанскому историку Ирине Ерофеевой, которая выпустила уникальное двухтомное собрание писем казахских ханов. В нем собрано более 800 писем, находящихся в архивах разных стран мира. В ходе подготовки этого издания ей удалось сделать важное открытие. Впервые стало известно, кто был последним казахским ханом, правившим в Ташкенте. Его звали Жолбасар Бахадур хан. Последнем казахском хане правители Ташкента. После гибели этого хана Ташкент уже перешел полностью в руки узбекских хаджей, и уже во главе Ташкента стояли другие совершенно, так сказать, структуры власти, и уже казахские ханы его не возглавляли. Конференцию посвятили пропаганде, берущей начало в глубине веков истории Туркестана, который занимает особое место в 550-летней летописи казахского ханства, наследию Хаджи Ахмеда Исави и его мавзолею, благородному пути предков в изучении национальной истории. Сегодня письменных источников по истории казахского ханства остро не хватает, хотя в теории их должно быть немало, но так сложилось исторически. Архивы такие существовали, в том числе здесь, в Туркестане, в мавзолее Хаджи Ахмеда Исави, хранилась большая документация письменная, и вакуфные документы, и письма ханов, и казахских ханов, и письма каканских ханов в последующий период, уже после, так сказать, периода казахского ханства. Дело в том, что, к сожалению, традиции хорошего хранения документов, заботы не было ни в дореволюционный период, ни в советский период. И многие документы особенно погибли в период макулатурных кампаний советской эпохи, когда издавались совершенно безграмотные распоряжения, что на местах, значит, люди сами должны определять, что годится для архива, а что не годится. В кулуарах конференции историки отметили еще один важный аспект, сложившийся в исторической науке Казахстана – нехватка кадров, особенно молодых, изучающих историю казахского ханства. Со временем, я думаю, появится, конечно, безусловно. Поэтому то, что у нас отмечают 550-летие образования казахского ханства, это определенное направление. Это, я думаю, поможет движению нашей науки, исторической науки в этом направлении. 550-летний юбилей казахского ханства получил международное признание. Представительная научная конференция, посвященная ему, уже прошла в Турции и вскоре будет проведена в России.